жемчужина. Да, это точно. Разгадывание кроссвордов – любимое занятие Анатолия Горюнова. Так он коротает дни. Работать 68-летний мужчина не может, ноги не ходят. Намекнул или навел, что, что я был в Чернобыле. Почему у Анатолия Горюнова отказали ноги, врачи объяснения не нашли. Посоветовали пользоваться вот таким приспособлением, но лечить не взялись. И вот уже несколько лет он передвигается только с помощью ходуль. Но свою болезнь с радиацией Анатолий Александрович не связывает. Говорит, что предельно возможное количество рентген не набрал. За 3 месяца службы ему начислили, как выражается сам Горюнов, 17 рентген из допустимых 25. Призвали его, как и многих других, на строительство города для беженцев из аварийной зоны. Но на деле выяснилось, что отправили их в сам Чернобыль на ликвидацию последствий аварии. Меня вызвали в военкомат. Военком говорит: Толик, какая специальность? Я говорю: электрик. Так вот, собирается группа для чернобыльцев строить город. Нас собрали в группу на поезд и пошел на место назначения. Воинская часть находилась в Чернобыльском, как же он этот, интернат, школа-интернат. Нас туда поселили, обосновались, сразу обучили, что, как, чему, переодели и вызывают нас на работу. Едем мы на станцию, прямо на АЭС. Я поверил, что я поеду на стройку города, а вышло наоборот. Как рассказывает Горюнов, в тот момент никто из тех, кто служил на ликвидации аварии, всерьез не задумывался, какую опасность таит в себе радиация. Но меры безопасности соблюдали строго по инструкции. Подставляют нам, проводника, типа гида, чтобы дорогу указывал, куда идти. А предупреждал, что шаг влево, шаг вправо нельзя, потому что кругом радиация. Только по одному пути, где уже они, дозиметристы узнали. Сначала Анатолия Горюнова отправили на дезактивацию генератора. То есть задача ликвидаторов этой группы была очистить от радиоактивной пыли различные объекты. Смывали радиацию обычным стиральным порошком. Генератор большой такой, больше, чем дом, чем хата. В общем, большой генератор. Дали нам ведра с порошком, разбили в эти ведра порошок. Был тогда еще, в то время, может быть, вы не помните, лотос, вихрь, потом еще, в общем, порошки. И мы давай драить, это смывать радиоактивную пыль. Работа, как вспоминает Анатолий Горюнов, продолжалась не более 20 минут в день. Одна группа дезактиваторов быстро сменяла другую. Каждый день по окончании работы ликвидаторы сами проходили процедуру дезактивации и отправлялись за пределы 30-километровой зоны. Кончается рабочий день, нас на машине, на автобусе. Один автобус приводит с интерната до станции недалеко. Мы пересаживаемся в другой уже, так говорится, зараженный, менее зараженный. А этот автобус был обшит свинцом. А свинец же мало пропускает радиацию. Он не так, как свинец, бетон мало пропускает. И вот мы с одного автобуса пересаживаемся на второй, и потом едем уже, как говорится, домой, в часть, в интернат. А перед этим, чтобы выходим мы со станции, нас сразу водные процедуры. Душ, обмываемся, меняем одежду сразу же. Это все выбрасываем. Новые дают, переодеваемся и уже, в общем говоря, в 30-километровую зону. Обеспечение, как рассказывает Анатолий Горюнов, было на высшем уровне. Кормили ликвидаторов дефицитными в то время продуктами. Все, чего лишены были обычные граждане, они в Чернобыле ели на завтрак, обед и ужин. Запрещали все кушать, только привозное, чистое, фабричное. Воду не пить, давали только бутылки лимонад, боржом, яснуки, в общем, такие газированные воды вместо питьевой. А вместо питьевой воды давали, приносили эти, как квас, бочки, чай. Чай, такой разведенный чай, и вот пьешь вместо воды.
сливочное масло, варенье, мясо, в общем, компоты, сиропы. Насчет алкоголя Анатолий Горюнов рассказывает, что водку, как показывают в фильме, в сентябре 1986 года уже не раздавали. Наоборот, запрещали пить. Но он, по рассказам первых ликвидаторов, знает, что в первые дни такие случаи были. Первое время, первый месяц рабочим давали по 100 грамм для смелости или как для злости, или как сказать. А уже нам даже и запрещено строго. Не было никаких 100 грамм. Ну, правда, были там люди, которые находили, там рядом деревня была, ходили люди такие, не сидячие на месте. Как рассказывает Горюнов, развлечений хватало и без выпивки. В центре хорошо заботились о ликвидаторах и их боевом духе. Концерты были, приходили, с Киева приезжали, концертная группа, девушки танцевали, пели. Ну, в общем, были такие культурные мероприятия, были. Ну, правда, все бесплатно, врачи бесплатно, кушать бесплатно, кино бесплатно. Местного населения к сентябрю 1986 года в Чернобыле, Припяти и деревнях вокруг атомного городка почти не осталось. Как вспоминает Горюнов, удивляла тишина. Не слышно было ни птиц, ни лая собак. Даже люди разговаривали как будто в полголоса. Брошенные деревни через 3 месяца после аварии отцепили колючей проволокой и охраняли. Мародеры тащили с домов все ценные вещи. Было огорожено все и не допускали. Потому что первое время был большой грабеж, не грабеж, это как ее? Мародерство, да? Мародерство, да. Машины брали, дома грабили, как грабили, брали с дому все, что попадется. Через некоторое время Анатолия Горюнова перевели из дезактиваторов в дозиметристы. Он стал контролировать работу дезактиваторов. Измерял фоновую радиацию автомобилей, задействованных в работе на самом реакторе. Огромные бетономешалки и экскаваторы заливали бетоном кратер, образовавшийся в результате взрыва. А с этого бункера, резервуара, стоит насос такой немецкий. Он на высоту 50-60 метров бетон закачивает. И вот эти вот повреждения, что произошло, взрыв, заливает этим бетоном. И эти машины мы моем. Радиатор, передняя часть, колеса, где самое грязное, показываем мойщикам, там были тоже мойщики. Машинка такая, помпа, струя со спичную, диаметр со спички, и атмосфер 100. И он прям, этот рабочий по этим частям машины обводит эту струю, смывает эту грязь радиоактивную, прям до краски. Тысячи машин прибыли в Чернобыль на ликвидацию, но не все они возвращались обратно. Если после нескольких чисток выяснялось, что уровень радиации все же превышает допустимую норму, машины хоронили, заливая братские могилы для автомобилей бетоном. Если уже слишком большой уровень радиации, то уже никуда не отправляли, а там за территорию увозили, вырыли, могильники копали, называется так могильник. Эти машины туда и зарывали, и все. Анатолий Горюнов увидел еще одну неточность. В фильме «Падение вертолета» связывают с работой по тушению радиоактивного пожара. Якобы радиация губительно подействовала на пилотов и технику. В реальности же вертолет упал из-за того, что зацепился лопастью о железный трос. В вертолете сидел кинооператор. Снимал и говорит летчику: опускайся ниже, ниже, ниже. А там труба большая, которая газ выходит, натянута тросами, трос. А летчик опускался, и, видно, зацепил лопастью за трос, и погибли. И оператор, и летчик, и, в общем, упал вертолет. Как вспоминает Горюнов, самой опасной работой занимались солдаты-срочники. Именно они сбрасывали куски радиоактивного графита. Его необходимо было сбросить в активную зону реактора и забетонировать, так как именно графит мощнее всего излучал смертоносную радиацию. Вот указание: отнеси туда, брось назад. Второй дальше относит. И прям в кратер уже выбрасывает. И их за то, что они эту работу выполняли, сразу домой отсылали. Давали премию по 100 рублей,
С сентября по декабрь 1986 года Анатолий Горюнов ликвидировал последствия взрыва на атомной станции. Как он рассказывает, недомогания ощущались в первые дни работы. Но затем с тошнотой и слабостью помогали справиться таблетки, которые раздавали всем рабочим. После возвращения домой он не жаловался на самочувствие, но через 10 лет, когда Горюнову только-только исполнилось 45, стали слабеть ноги. Но зато все остальное в полном порядке, не унывает Анатолий Александрович. Нормально приехал первые месяцы, первые года, даже не ощущал ничего, даже не верил, что можно заболеть чем-нибудь. Работал, по столбам лазил, я же электрик. Не стеснялся ничего. А потом постепенно начали что-то, чувствую, что слабеют. И, к врачу не ходил, неохота было. Чувствую здоровье, нормально, с головой нормально, внутри нормально. Просто ноги не ходят. Да, ноги немножко так слабоватые. А так ничего. Сегодня Анатолий Горюнов получает 2000 рублей как ликвидатор Чернобыльской аварии из бюджета Пенсионного фонда Абхазии и российскую пенсию. Все вместе чуть более 10 тысяч рублей. Живет с матерью, которой вот-вот исполнится 95 лет. Она ведет хозяйство и ухаживает за сыном. Марьяна Котова, Эдуард Аракелян, Абаза ТВ.